Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжим нашу всеми интересующую тему работы в Турции студентом. Как я полетела одна, будучи студенткой, работать за границу во время пандемии. Кто не смотрел первую часть, обязательно переходите по ссылке внизу, чтобы быть в курсе всех мелочей и деталей моего такого небольшого путешествия. Мы прилетели в Турцию и заселились в ложман. Ложман, другими словами, общежитие. Он у нас был достаточно большой, белый, уютный, атмосферный, с спортзалом, бассейн. Нас встретил друг нашего третьего участника, с которым мы позже уже подружились. Мы оставили у него свои чемоданы и поехали завтракать. Столовая находилась в самом отеле Titanic Bodrum Deluxe, а общежитие в 15 минутах езды от отеля. Там есть большие автобусы, их называют сервис, которые работают по графику, приезжают каждый час к ложману и отвозят в отель. Когда мы впервые увидели сам отель, он произвел на нас большое впечатление, был большим и распластался по всей горе с потрясающими видами на море, необычными цветочками, бананами. Знаете, они у них растут, как у нас кустарники. Столовая была и внутри, и снаружи, на свежем воздухе, кто как хотел. Кормили нас по утрам всегда одинаково. Много всего с хлебом. Помидоры, огурцы, нутелла, варенье, сыры, оливки, обязательно оливки, хлопья с молоком, чай и вода. Бери сколько хочешь, пока не наешься. На обед и ужин давали одинаковое блюдо. Было расписание на неделю, и каждую неделю она повторялась. Например, в понедельник рис с подливом, во вторник гамбургеры, в среду курица с картошкой фри. И обязательно вместе с этим должны быть какие-то фрукты, пудинг, салат, рис и йогурт. Они называют его йогурт, но по-нашему это кефир, обычный натуральный кефир. Но если добавите сахар, будет и йогурт. Кормили 4 раза в день. Это завтрак, обед, ужин и в 12 ночи. Так как мы прилетели поздно, мест уже не осталось, и нас расселили по разным комнатам с бегемай. Жила я с 2 турчанками, они были веселые, такие жизнерадостные. Поначалу, конечно, был дискомфорт, потому что жить с знакомыми людьми и с чужими — это вообще разные понятия. Ну вот общаетесь, и вот в какой-нибудь момент какой-то неловкий барьер все-таки существует. Уже со временем поняли, что куда, договорились и переехали в одну комнату. Летела я туда, подписав договор как помощник официанта, их называют комми. Я работала, как и все, старалась выполнять поручения, вообще не отлынивать. И уже со временем, поняв, какой я человек, мои способности, стремления, знания языков, шеф вилла пригласил нас в свою команду в качестве батлеров. Вилла — это 2-3-этажные особняки, а батлер — это личный сопровождающий одного особняка. То есть, что входило в мои обязанности? В виллу может заселиться компания друзей или полная такая семья. Так как наш отель был что-то типа таким своим городком, где были свои магазины, салоны красоты, там программы, развлечения. Все мы знаем, что если мы летим отдыхать, то захотим отдохнуть на широкую ногу, да, и воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет отель. И вот здесь и вот как раз-таки выходит батлер. Наша задача им помогать, сопровождать, рассказывать, что где находится. Мы должны были знать, в какое время что открывается. Были с ними на связи 24/7 с того времени, как они встают с кровати. Гости могут быть с разных стран и выглядеть как обычные отдыхающие. Но вот на самом деле это депутаты каких-то стран, их семьи, известные турецкие актеры, футболисты. Мои гости были казахами. День, когда мы их встречали, был суетливым еще каким. Батлеры там украшали дом, уборщики уже вовсю начинали чистить внутренний бассейн. Хаускипинги чекали каждую комнату, у всех были рации. Я тогда только приступила к работе, и у меня чуть челюсть не отвалилась. И знаете, это было настолько сплоченно. Нашими гостями была молодая мама. Ее 2 дочки, они были очень красивые, такие с длинными ногтями, ухоженные. И их братишка, 5-летний мальчик. В общем, они заходят в дом со всеми там почестями, то, что нужно было, мы их встретили, там сказали, полотенчик. Стою рядом с ними, толком ничего не знаю, хлопаю ресничками. Их мама поворачивается ко мне и спрашивает: почему здесь вино, а не шампанское? Принесите мне пляжную сумку. Нету? В смысле нету? Когда мы были в Дубае, их предоставляли. Я вообще в шоковом состоянии, не знаю, что. И на каждый вопрос я отвечала: минуточку, я уточню. Мне сообщают, что эта гостья пожаловалась. Ну все, приехали. Впервые в Турции, впервые работаю в отеле, впервые я батлер. И вот такая вот семья попала. Ну я вообще молчу, везунчик по жизни. Дни идут, и я потихоньку уже начинаю каждого гостя своего узнавать лично. Их семья полностью вставала в 5 утра. На минуточку, у моей подружки вставали в обед.
И ее рабочий день начинался в обед. Мои вставали в 5, у меня в 5 начиналось. И эта ситуация показала мне, что первое впечатление, оно обманчиво. И богатые люди — это не значит грубые, кутурган, зажравшиеся люди, которые лелеют только своих детей. Ее две вот эти прекрасные дочери были воспитанными, услужливыми, мягкими, такие послушными, которые, знаете, вот знают цену всему тому, что у них есть в жизни. И все это благодаря их матери. Как я сама заметила, дети богатых, таких обеспеченных людей, если совершают какой-то проступок, там, не знаю, ударил какого-то другого мальчика, уронил, их дети не виноваты. Они будут ругать, но ругать другого ребенка пострадавшего, но не своего, нет. Их мама прям держала их в ежовых рукавицах. Если они провинились, то берут ответственность на себя. Ну, будь добр отвечать, да, за свои действия. Я знаю, что они могут позволить себе все, и как-то однажды их маленький сын попросил у них плавки, хотя у него были плавки, он попросил именно с какими-то рисунками. И она отказала своему сыну, сказала: нет, у тебя есть плавки, но если тебе действительно необходимо и нужно, я куплю их тебе. Со временем я к ним настолько привыкла, что знала, кто что любит и в какое время они это захотят. Могла написать в общую группу слово «баги». И сразу приезжали такие открытые машинки. Здесь заряжают баги. Такие небольшие машинки. Классные, офигенные. Я полюбила их. И заряжают их. Я вместе с ними садилась и провожала их туда, куда они хотят. У каждого ресторана есть свои постоянные официанты, а мы были временными. Если наш гость приходил, то мы вместе с ним приходили. Если он решил уйти, то мы вместе с ними уходили. Это было весело, вообще не то слово, потому что я работала вместе со своей одногруппницей, и ее семья, моя семья. Мы вместе пересекались в каких-то ресторанах. Когда гость отдыхает, в целом мы тоже можем не заморачиваться, тоже заходили в бэкграунд, там что-то кушали, сидели в интернете, болтали, общались. Со всеми шефами, поварами, директорами были на «ты», потому что в какой-то степени шефа старались, чтобы у нас было хорошее настроение, чтобы все это не передавалось важным гостям, чтобы мы всегда были на позитиве, им все нравилось. К этому всему получали неплохие чаевые. И как-то раз мы вляпались по полной, не хочу, чуть не уволили. И вообще турки сами по себе такие, что они очень смотрят на чаевые. Прям, ну, от этого зависит много. Если чаевых нету и дополнительных каких-то услуг, приятностей тоже нету. Гости Бегемай были с характером и в целом не заморачивались насчет чаевых, когда вспомнят, дадут. А мои начали раздавать в первый же день, когда пришли. Поэтому за моими гостями смотрели очень хорошо, там, внимательно. Как-то гости Бегемай, они были тусовщицами, попросили колонн. Первый раз им дали, второй раз дали, и третий раз им шеф отказал. Они молчали, и потом как-то раз просто взбесились и сделали один звонок. Это шишка Казахстана. Позвонил депутату туризма Турции. Он, в свою очередь, главному владельцу всей сети отелей «Титаник». Не трезвонит директору, директор шефу, и его увольняют. Он подходит к нам и говорит, что вы тоже со мной уходите. Мы просто в шоке, не знаю, мы настолько боялись. Бегемай подошла к гостям и сказала им, что нас увольняют. И ее гости тоже в шоке. Они хотели просто проучить нашего шефа, и так получилось, что и шеф вылетает с работы, и мы вместе с ним вылетаем. История научила меня тому, что все не так, как кажется на первый взгляд. Действительно так. Каждый, без исключения, в нашем отеле был либо депутат, либо бизнесмен или популярная звезда. И лучше им не хамить. После меня пригласили на яхту. Ну что, специально для вас снимаю. Смотрите, какая красота. И вот эта часть, как необитаемый остров. Знаете, на первый взгляд кажется, что ой, блин, тебе так повезло, ты работал на большой красивой яхте. Ребят, это была самая трудная работа, где мне только удалось побывать. Нашими гостями были арабы, шейхи. Так как на яхте было мало мест, взяли меня и еще одного человека из-за того, что мы знали языки. Пару дней уже прошло, как я работаю. Это была компания друзей. И как-то раз я заметила, что главный из них все время сидит, первый, второй, третий день, и все время копается в дроне. Это камера, которая летает и снимает сверху. Что-то копается, и я такая сижу, думаю, блин, он что, включить не может ее, что ли? А потом уже со временем, ребят, я узнала, что это, оказывается, был человек, который придумал этот дрон. Оказывается, был известный бренд техники, он выпускал и телефоны, и дроны, и камеры, и так далее. Мы делали почти всю работу. Такой универсал-работник. Посудомойщицы, уборщицы, прачки. Мы даже унитаз драили. Коми, помощник повара, официант. Мы работали не 8 часов, как и все, а круглосуточно. Было 15 где-то человек
человек. Одна группа была злоядными тусовщиками, которые сидели, танцевали до 3 ночи, а другая с жаворонками, работниками, которые вставали в 5 утра и ложились где-то в 9. Ну и вы представляете, сколько мы работали. Первый и в последний раз я попробовала авокадо. Это было очень вкусно. Он попал в топ моих любимых фруктов, и через час он стал самым отвратительным плодом в мире. Как такое возможно, спросите вы? Спасибо, морская болезнь. Я вырвала все, что съела, с кислотой в желудке. Как я промучилась неделю. Вы представляете, вот качка, вот эта вот морская болезнь, она круглосуточно, 24/7. И это было ужасно. Дело не в том, что сама работа была сложной. Мы эту работу нормально выполнять не могли из-за морской болезни. Конечно, все видели идеальную картинку в Инстаграме, но вот что кроется за красивой обложкой, никто не знал. Все думали, ой, как легко, завидовали. Но за идеальной игрой балерин стоят годы страдания, крови, пота, боли. Можно сказать, меня закалило это жизненное испытание. Уже ночь. Вы заметили? Таким образом, я надеюсь, я смогла доходчиво поделиться своим опытом. Никакие знакомые мне не помогали, чтобы идти вверх. Показать себя, никого не бояться, усердно работать и знать свое дело. Всем спасибо за просмотр, ребят. Продолжение следует. Мы горели, Эфесус. За что выгоняли с работы? Есть ли расизм? Познакомились с известными людьми, советы, сколько потратили на нашу поездку и заработали? Какие были чаевые?